Здравствуйте, мои хорошие, мои любименькие, мои волшебники, мои ведьмочки. Сегодня у нас расклад на одну позицию, на ваши замечательные личные отношения с человеком, которого вы здесь загадаете. И уже вот я решила так постоянно делать, не знаю, нравится вам или нет, кому-то нравится, кому-то нет. Я вам дам на выбор две ракушечки. Если вы угадаете ту, которую загадала я, значит, это ваш расклад. Но, конечно, вы можете смотреть этот расклад. Если даже не угадаете ракушку, вдруг вы почувствуете, что этот расклад для вас, да, и почему бы его не посмотреть тогда на одну позицию расклада. Просто я таким способом предлагаю все-таки как-то проверить свою интуицию, чтобы вы могли иметь выбор, да, потому что это же однопозиционный расклад, просто он всегда большой, такой емкий, как индивидуальная консультация со мной. И, соответственно, хочется же, чтобы раскрыть тему, да, раскрыть тему, и чтобы и у вас был выбор при этом. Итак, вот перед вами две ракушки, первая и вторая. Как вы считаете, какую выбрала я? И если совпадет с тем же мнением, что и у меня, значит, вы смотрите расклад, либо смотрите все равно, если вдруг даже не угадали, но чувствуете, что расклад ваш. Итак, выбрали? Я выбрала эту ракушку. Я выбрала именно эту ракушку. Поэтому, если кто-то тоже выбрал, знайте, что точно ваш расклад. Кто не ее выбрал, это на ваше усмотрение, смотреть его или нет, потому что не всегда так бывает, что интуиция работает на 100%. Итак, гадать я буду на Таро ночных стражей. Замечательная колода. И у нас расклад, напоминаю, о личных отношениях, о любви, о том, что этот человек к вам чувствует, какие у вас отношения. То есть мы их анализируем, ваши отношения, что ему у вас нравится, там, да, вот такой расклад. Любовь у вас или страсть друг к другу. То есть это мы тоже посмотрим. Так, павлин у нас прям такой павлин. Вот ваш человек может быть павлинчик такой, да? Поэтому у меня тут павлин остался. Так, давайте перемешаем тщательно нашу колоду. Все должны здесь, думаю, смотреть сначала. Поэтому, кто сейчас увидит послание Вселенной, значит, смотрел сначала, да, наш расклад. Итак. Сдвигаем. Демид храпит, как лошадь. Сдвигаем. И смотрим дно колоды. Вышла карта башня. Послание Вселенной заключается сегодня в том, что нужно разрушать старые устои, границы свои разрушать, те, которые вы воздвигли между собой и этим миром. И также башня всегда показывает, что вы много лет строили для себя тюрьму, из которой уже нужно выйти, нужно разрушать, нужно учиться разрушать старое ненужное и строить новое, яркое и приятное. Демидка, перестань храпеть. Итак, Демид, извиняюсь за Демида. Итак, давайте посмотрим на ваши отношения. Первая карта у нас с вами будет «Вы в этих отношениях». Давайте посмотрим, кто вы в этих отношениях. Вы у нас туз жезлов. Вот смотрите, тут многоквартирные дома такие, луна и паук, который плетет свою паутину. Лилии. Вот такая интересная прям карта. И она показывает, что для вас это какие-то отношения такие волшебные, где вместе с этими отношениями вы плетете свою судьбу, свою жизнь, вплетаете в эти отношения, а их именно в свою, да, жизнь. То есть вы как-то вот стараетесь сейчас все совместить, да, эти отношения и свою жизнь. Более того, карта показывает, что вы о человеке часто думаете по ночам, что вы энтузиаст в этих отношениях, что вы в чем-то инициатор в этих отношениях, но в то же время и мечтатель, да, то есть человек, который видит много мистического, что ли, такого интересного, таинственного, как эта замечательная лунная ночь.
В общем, вы такой вот волшебный, интересный человек. Сейчас я Демида толкну, минуточку, да? Потому что я больше не могу это терпеть. Демид, перестань. Он бывает как захрапит, так громко. Ну вот бывает у него. Так, теперь посмотрим, какой, ну, кто он, да, в этих отношениях. То есть вы в этих отношениях, теперь он в этих отношениях. Он у нас настоящий бык, 6 пентаклей. По сути, это человек, взаимодействующий с вами. То есть, вот смотрите, вот есть птичка, да, а есть бык. И, ну, если на то пошло, птичка избавляет этого быка от разных там насекомых, она ему помощница, хоть и маленькая птичка, а он помогает в чем-то ей, да, надо добыть пропитание. То есть ваш человек, он в этих отношениях, ну, на самом деле такой вот стойкий, мощный, что ли, и довольно серьезный. Вы вот как-то больше энтузиаст, а он такой вот, знаете, вот как бы, как бык, да, вот этот, ну, такой вот прям большой, что ли. И это не значит, что он сам размером большой, да, как его тело, нет. Это значит, что он всеобъемлющий, он для вас как пристанище, как оплот, как бы поддержка такая, да, в жизни, что он является символом этого быка, символом того, что вы сейчас опираетесь на него, то, что вы живете, ну, с помощью, может быть, даже какой-то его жизненной энергии, да, и из этой энергии творите, вот как этот паук, да, плетет свою паутину, вы творите вашу жизнь общую с этим человеком. То есть вы созидатель, а он прям такой основа, да, оплот, поддержка. Он серьезно настроен на эти отношения, если честно. Хорошо, давайте посмотрим ваше отношение к человеку. Ну, тут прям вот император. Вы его ставите на пьедестал, вы считаете его очень важным в своей жизни, и вы им восхищаетесь. То есть вы считаете, он, ну, все-таки действительно сильный, действительно он лидер, действительно надежный этот человек. И вы хотите видеть его опорой в своей жизни и вот такой вот поддержкой для себя. То есть вы надеетесь на эти отношения и надеетесь на то, что этот человек будет именно серьезно к вам относиться. Император, карта, показывающая, что да, вот он как бык, вот он как император какой-то, вот такой филин, или как сказать, он вроде как мудрый, но в то же время сильный и в то же время не такой уж романтичный. То есть романтика, страсть, огонь в этих отношениях идет с вашей стороны, понимаете? А он просто, он, как сказать, поддерживает, он основа этого огня. Понимаете? Основа этого огня. И, соответственно, да, вы его любите, и да, вы на него надеетесь, рассчитываете. Хорошо. А он как относится к вам? А вот тут прям, видите, осьминог такой, паш пентаклей, но осьминог, у него 8 ног. Он, знаете, он на все гораст. Вот он на все гораст. Ему нужно и то сделать, и другое, да, вот прям все дела переделать, и работать, и заработать, и на нем много всего лежит ответственности, и дел всяких, и всего. И он все-таки испытывает к вам очень сильное притяжение, чувство и любовь тоже в ответ. И вы знаете, паш пентаклей, наш осьминог, да, это все-таки символ сексуальности. То есть он видит вас сексуальной. Он видит, что вы красивее его, что ли, нежнее, тоньше, вот как сказать. Может быть, он понимает, что вы более хрупкий, а он более такой объемный, да, как мужчина. И получается, знаете как, что этот человек знает, что вы эротичный, сексуальный, он вами восхищается. Он любит вас и восхищается вами. Но он не знает, как выдавить из себя вот ту романтику, которую вы, может быть, хотите. Или те слова, которых вы хотите. Но он знает все эти слова внутри себя. То есть он выражает вам свое восхищение. Причем в том числе именно фигурой восхищения, телом восхищения. Не только вами как личностью, понимаете? А именно он вами восхищается и в физическом смысле. У него есть к вам притяжение, просто он не знает, как его правильно выразить. На самом деле вот так. Хорошо, что вас друг к другу притягивает?
повешенный. А вы знаете, вы оба в жизни очень многим пожертвовали ради других людей. Вас притягивает друг к другу вот эта трудолюбивость, вот эта жертвенность, вот это, как сказать, не знаю даже как, человеколюбие, да, и в то же время желание помочь другим, вот вопреки себе. Я это так вижу, что вы оба это делаете, оба. Что у вас у обоих есть такая как даже святость. Что вы знаете, вот я должен другим помогать. Я должен ради них жертвовать собой, ради детей там, да, жертвовать собой. И это как бы нормальное ваше состояние, что его, что ваше. Каждый из вас прошел в жизни огонь, воду, медные трубы. И вы на основе этого притягиваетесь друг к другу. Понимаете, как интересно? То есть у вас так идет. Хорошо, давайте посмотрим, а что ему в вас больше всего нравится. То есть чем вы ему нравитесь, да? Тройка мечей. Вот видите, то, что у вас было разбитое сердце в жизни, что вы пережили, может быть, какие-то тяжелые расставания, предательство. То есть ему это вас нравится, что человек, который был предан многими людьми много раз, он никогда сам не предает, потому что знает, насколько это больно. Он видит в вас верность. Вот представляете, верность и честность, потому что вы пережили от других людей предательство, измены, может быть, какие-то, тычки в спину, оскорбления. И он знает, такой человек не будет ни предавать, ни оскорблять, ни изменять. Вот вы ему этим нравитесь. Это ему больше всего у вас нравится. Он наблюдает за вами тайком. Шестерка кубков. Да, вы знаете, он все время думает о вас, вспоминает что-то из прошлого. Он за вами наблюдает тайком. Он очень, на самом деле, в душе романтично к вам относится, постоянно думает о вас. И он, видите, как вот два слона, да, вот они очень нежно друг к другу относятся. Он также, вот он смотрит за вами, да, очень часто смотрит за вами, и при этом испытывает такую невероятную нежность. Демид. Вы слышите? Слышите этот кошмар, а? Вы слышите это? Это ужасно. Это просто ужасно. Я прошу прощения. Итак, давайте посмотрим теперь, насколько у вас прочная связь на самом деле. Вы знаете, это рыцарь кубков, это лебедь, это не просто прочная связь. Это связь на несколько жизней или на многие жизни. Это как две половинки. Это лебедь, это символ верности, это символ невероятной любви и заботы, и растворения в партнере или в партнерше. То есть вот этот человек, у вас с ним что-то невероятное. Вот как такая связь, она рождается на небесах, да, как говорят. То есть у вас вот такая сильная связь, что, как у лебедей, они, когда теряют своего партнера, да, или партнершу, они больше не хотят ни с кем строить пару. И даже погибают, бывает. То есть до такой степени у вас очень сильная связь друг с другом. Понимаете, мистическая связь. Вы связаны давно, вы связаны, может быть, не одну жизнь с этим человеком, да? И получается, что никогда не отпустите, наверное, друг друга, или еще очень долго вы друг друга не отпустите. Ну, конечно же, карта показывает сильное притяжение друг к другу. Когда вы только встретились и увидели друг друга, вы сразу же поняли, что это любовь, что это притяжение, что это сердце разделилось напополам. Мне кажется, прям вот так было, что сердце ваше разделилось напополам. И поэтому, конечно, это, карта показывает невероятно сильную связь, очень сильную. Так, страсть у вас или любовь друг с другом все-таки, да? Рыцарь Пентаклей. Любовь, конечно. Не о страсти тут вопрос. Осел, да. Упрямо будем вместе, несмотря ни на что. Даже если вообще пропадет друг другу притяжение. Вот понимаете как?
Карты-то показывают здесь трудолюбие, честность. Конечно же, это любовь. Конечно же, это любовь. Это не о страсти тут речь, хотя сексуальное притяжение, конечно, у вас есть друг к другу невероятное, да? Оно есть. Просто все-таки это любовь. Это еще и платоническая привязанность, и как будто люди созданы друг для друга на самом деле. Так, ну давайте посмотрим тенденцию отношений и общую картину на будущее, да? То есть, как будут развиваться отношения, сначала смотрим. Паж кубков. В отношениях наступает нежная фаза. Свидание, времяпрепровождение вместе, поцелуй, подарки. Это все будет. И люди здесь расставаться не планируют. Эти люди будут вместе, капибара, да, отдыхать. Отдыхать и просто сосуществовать, радоваться тому, что есть жизнь, что есть Вселенная, что есть этот мир. И вы будете прям вот наслаждаться вместе жизнью. Именно к этому идут отношения. Вместе наслаждаться жизнью. Общая картина отношений на будущее. Видите, десятка кубков, семья, дети, дом, любовь. Тут в лесу все лесные звери собрались, они вместе все нормально сочетаются по парам, да. И вы по парам с этим человеком, у вас семья будет и невероятная гармония. Вот после любого дождя всходит радуга, а здесь вот видите, радугой сложились кубки. Карты показывают, именно вместе эти люди будут. В любом случае, если вы еще не поженились, будет свадьба, вы созданы друг для друга. Если вы уже женаты, что должно быть по сути, то вы с этим человеком будете очень долго вместе. Всю свою жизнь, скорее всего. Ну, вот такой ответ сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь и ставьте колокольчик. А также подпишитесь на канал Школа Таро Альвиен. Это мой первый канал. На нем 100 тысяч подписчиков. Но YouTube меня еще не поздравил. Вот. Дальше лайв, в котором вы сейчас находитесь. И канал Гадания, Заговор, Ритуалы Карина тоже смотрите обязательно. И подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Жду вашего мнения.